Китай продолжает уничтожать тюркское поколение, совершая геноцид над жителями Восточного Туркестана. Одновременно с этим самих китайцев учат уйгурскому турецкому языку для последующего внедрения в Восточный Туркестан. Видео, размещенное в китайских аккаунтах в соцсетях, за которыми следит команда QHA, раскрыли новый план Китая. Китайцев обучают уйгурскому турецкому языку, чтобы со временем заменить уйгурских турок и увеличить китайское население в регионе Восточного Туркестана. В комментариях к видео, где китайцев, по-видимому, учат уйгурскому турецкому языку, отмечается, что учитель также был китайцем. Начиная с 30 января в столице США, Вашингтоне, Высший совет по международной свободе вероисповедания 2024 года обсуждает реализацию закона о предотвращении принудительного труда уйгуров и вопросы коллективной ответственности. На этой важной встрече уйгурский исследователь прав человека Джули Милс, Джейк Паркер, глава специального комитета по стратегической конкурентоспособности Китая, Тодд Стейн, заместитель директора комитета по делам Китая Национального собрания США, и Крис Смит, член Палаты представителей США от республиканцев, рассказали о применении уйгурского закона о предотвращении принудительного труда. Федеральное бюро расследований США и Министерство юстиции якобы использовали постановление суда для устранения уязвимостей в подключенном к интернету устройстве, которое было центральным элементом китайской хакерской кампании, направленной на критически важную инфраструктуру США. Два официальных лица США дали оценку мерам, принятым Вашингтоном против хакерской деятельности Пекина. Вооруженные силы Казахстана и Турции проведут совместные учения в этом году. Мероприятие получило название «Тропа Тигра-2024». Министерство обороны Казахстана отметило, что в течение этого года будет проведено большое количество международных учений. Министерство оценило совместные учения с Турецкой Республикой. Концепция учений меняется каждый год с учетом геополитической ситуации, политической ситуации в регионе и в мире. Банк развития Казахстана и Европейский инвестиционный банк подписали меморандумы о взаимопонимании на сумму 320 миллионов евро. В конце января в Брюсселе в рамках глобального форума инвесторов «Ворота для транспортного сообщения ЕС Центральная Азия» между Банком развития Казахстана и Европейским инвестиционным банком был подписан меморандум о взаимопонимании на сумму 320 миллионов евро. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к еще 14 годам тюремного заключения в дополнение к 10 годам уже назначенного тюремного срока. Задержанный экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан, которому было запрещено участвовать в выборах, намеченных на 8 февраля, и его жена были признаны виновными по делу о коррупции.